Ассалам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 24 мая 2026 года, 18 часов показывает у меня на компьютере, 19, соответственно, в городе Джахаре. Я вас всех приветствую. Сегодня у нас стрим снова на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Сегодняшний наш стрим называется «Ядерная истерия Путина. Попытка вернуть США к переговорам по Украине». Об этом и многом другом давайте поговорим. Как известно, друзья, вчера, буквально, или позавчера, точнее, выступая на одном из саммитов НАТО после окончания, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио на вопрос журналиста о том, какая ситуация в переговорном процессе Украина-Россия, заявил о том, что мы не будем больше в этом участвовать, потому что нет никакого смысла просто в этом участвовать. И что если будет прогресс какой-то, мы, конечно же, с удовольствием подключимся. И вот тогда там уже можно будет что-то решать. На самом деле это давно нужно было делать. Вообще не нужно было делать того, что делал Дональд Трамп. К большому сожалению, мы потеряли почти 1,5 года на то, что Дональд Трамп говорил, что он за одни сутки закончит войну, остановит войну. А на самом деле он делал все, чтобы Путин оставался легитимным. И таким образом фактически делал Путина рукопожатным. Приглашал его на Аляску, там, заигрывал постоянно, делал ему комплименты. И всех сбивал нас вообще с ориентира, вообще дезориентировал нас всех. Каково это, я представляю людям, которые находятся в окопах, или как вчера, например, находились украинцы под бомбежками вот этого людоеда Путина. Не говоря уже о нас, да, если для них, вот представляю, какая, да, это трагедия. Как это тяжело слышать и понимать. Мы все помним, как Соединенные Штаты в лице президента Джо Байдена и многих-многих лидеров Запада говорили о том, что Украину мы не оставим, будем биться до конца, Украина это все, мы будем там стоять за нее, победа на поле боя и так далее. И с приходом Дональда Трампа все изменилось, риторика изменилась. Фактически ситуация выглядела таким образом, что Путин, который, людоед, просто другого слова просто не подобрать, просто людоед это, еще мягко сказано, людоед-то может там, как это не звучало бы, насытиться там одним человеком. Этот не может насытиться и с тысячами и миллионами. Просто невероятный, просто такой редкостный мерзавец и редкостный подонок, даже для России. И сейчас, когда началась война против Ирана, мы все помним, как она начиналась. Иран – это диктаторский режим, абсолютно не считающийся ни с правами своих граждан, с другими, спонсор международного терроризма, друг Путина, короче говоря, такой вот фашистующий диктаторский режим. И вражда между Израилем, между США, она против Ирана имеется в виду, она, ясна и понятна. Она уже длится, вот эта вражда, противостояние, полвека, наверное. Убивают они друг друга, американцев убивают, израильтян убивают, иранцы, соответственно, эти отвечают тем же.
Но ситуация в корне была другая, как мы все видели, я это комментировал и остаюсь при своем мнении. Дело в том, что эта война была начата не для того, чтобы победить Иран, там, сменить режим, освободить иранский народ от этого тиранического режима и так далее, о чем нам вещала пропаганда. Эта война была начата для хаоса, для того, чтобы не Иран победить, а США победить. И Запад втянуть в эту войну. До этого это было начато. Была это начата война. И все было вот поэтапно, пошагово, заметно, что это делается для того, чтобы иранцы сопротивлялись. Иранцы объединились вокруг своего флага, хоть убили лидера, но даже вот этот тиранический режим, да, ну, Америку выставили в отвратительном виде, просто отвратительном. И если Америка бы ввязалась бы в большую войну, и Запад подтянулся бы в эту большую войну, это была бы катастрофа для США и для Европы это была бы катастрофа. Однозначно, 100%. Уже теракты начали проводиться под чужим флагом. И все это делалось, на мой взгляд, только для того, чтобы устроить хаос и вытащить Путина за уши. Путина, террористическую банду ФСБ. И, к счастью, Соединенные Штаты, на самом деле, как бы мы ни относились к Соединенным Штатам, какие бы претензии у нас не были бы, как говорится, другого лидера у нас нет в этом мире. И этот лидер, на самом деле, тот, который мы должны, если он не прав, поправлять его, помогать ему. Потому что направление у американцев очень верное. Очень давно они идут. Да, много ошибок в отношении, в первую очередь, чеченского народа. Но при всем при этом, если исходить из того, что у нас есть, то США, это на самом деле, это спасательный круг для нас, для всех. Для всех свободных людей, те, кто хочет жить свободно и в демократии, а не в диктатуре и в тоталитаризме. Ну вот благодаря, я уверен, что самая большая в этом заслуга это Джо Кента, который ушел с такого высокопоставленного поста, с такого большого кабинета, покинул такой большой кабинет. И таким вот образом фактически эта война остановилась. Американское общество поднялось. Ну, невероятно. Я не верил даже. Ну, я не знал, как американцы будут из этого выпутываться. И просто понимал, что это западня. Но даже из этой западни американцы пытаются вылезти, выкручиваются. У них получается это сделать. Надеюсь, полностью получится. И сейчас ситуация в корне для Путина изменилась. Если вы обратили внимание, после того, как каждый раз мы видим, что война с Ираном отдаляется, она идет к деэскалации, то мы видим, как ситуация у Путина, его риторика, отношения вот разных пропагандистов здесь, оно меняется. Это очень хорошо. Русские просто мечтали о том, что хотя бы еще 3-4 месяца, то есть эти 60 дней, которые президент США имеет право начинать войну, а потом ему нужно разрешение Конгресса, Сената, вот все это должно было пройти эту линию и фактически 3-4 месяца, вот русские о чем говорили, русские пропагандисты, КГБшные пропагандисты, что в этом случае ну все уже начнется, да, и теракты начнутся здесь в Европе под видом исламистов, будут здесь разные взрываться, разные сумасшедшие. Тоже обратите внимание, если там какой-нибудь террористический акт совершает не мусульманин, то это не теракт, это психически больной человек. А если совершает мусульманин, то это сразу же даже не обязательно, может быть даже случайно где-то там наезд на какую-нибудь там остановку. И сразу же, может, у него с сердцем плохо стало, может, реально человек там потерял управление автомобилем. Уже сразу же, террорист. Мы сами уже, я сам уже этому привык. И сам уже сразу реагирую на это, мусульманин или там чеченец, не дай бог чеченец.
Каждый чеченец всегда сразу же после любого теракта, абсолютно, больше, стопроцентно, можно сказать, чеченцев сразу говорят, не дай бог чеченец, не дай бог чеченец. Потому что так много нас оболгали, к чему мы не имеем никакого отношения, что просто мы этого уже боимся. И вот в этой ситуации война прекращается, останавливается, террористические акты хоть и проводятся, разных используют, разных болванов, я думаю, они все легко внушаемые, а, немножко психически нездоровые люди, может и немножко, а может немножко. Но вот ситуация пока в этом состоянии сейчас находится. И когда мы видим сейчас, Трамп уже меньше его вот этих бравурных речей, немножко мне было стыдно за его речи, если честно. И мне немножко стыдно, что я так поверил в него, когда вот он пришел к власти. Думал, ну вот, реально, сейчас вот он сейчас что-то сделает, такой весь парень, осушит Вашингтонское болото, будет бороться там со спецслужбами внутренними, которых поставят в рамки закона, там все будет демократия. Нет, оказалось не так. Мы видим только информацию о том, что он и его окружение пытаются подзаработать там, абсолютно не должна так себя США вести, не может такого быть. Я отказываюсь в это верить. Но в итоге ситуация изменилась, и Марко Рубио позавчера сказал, что мы не будем участвовать в переговорах. И все. И мы увидели эскалацию. Сразу же мы увидели, как Лукашенко начал визжать, что он готов встретиться с Зеленским. Начали проводить якобы учения какие-то, там ядерные, атомные, там на территории Беларуси, что нападет вот сейчас, и потом Зеленский почему-то начал подыгрывать. Да? У меня иногда складывается впечатление, это мое личное мнение, поэтому особо не вините меня, потому что не могу не сказать. Не могу не сказать. Складывается впечатление, что они в одну игру играют, все эти товарищи. И Зеленский, вот, сейчас нападает, сейчас на Литву нападут, сейчас это сделают и так далее. Они не могут там, я не знаю, там какую-то деревушку взять в Украине. Куда они нападать будут? Да, они могут там теракты проводить под чужим флагом. Они могут какие-нибудь там провокации совершать. Но непосредственно вторгнуться, начать, это же, это то самое, чего боится Россия. Она боится остановить войну на несколько дней, потому что если эту войну, перемирие заключить там на неделю, на две, то в этом случае Европа введет свои миротворческие, свои военные подразделения в Украину, и потом их уже оттуда не выведешь. А когда они будут вводить, то можно обстреливать, перемирия же нет, и поэтому европейцы могут понести потери. Поэтому европейцы не вводят, пока нет перемирия, и готовы стать по линии соприкосновения, разделить две воюющие стороны. Россия не дает на это согласия, каждый день посылает просто людей на смерть. Просто невероятно, что происходит. Мы видим каждый день, как украинцы их уничтожают. Это просто ужас. Это ужас просто. Даже вот этих людоедов становится жалко. Представьте себе. Вот настолько просто избиение такое происходит. Они это заслужили, Украина имеет право защищаться, это все даже не обсуждается, но вот такие вот дела. В итоге мы видим, что Зеленский говорит, что нападут, потом. И вот вчерашний удар, вчера ночью. Сперва происходит удар, как обычно, по детям ФСБ. Вы заметили уже, наверное, я неоднократно говорил. Почему-то кроме меня никакие украинские блогеры об этом не говорят. В прошлом году, 25 августа 2025 года, в Центральном детском магазине полковник или подполковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации Алексей Титов самоподорвался при установке, при закладке самодельного взрывного устройства в Центральном детском магазине, как вы понимаете, перед началом учебного года, перед сентябрем, за неделю, когда там было столпотворение родителей и детей в этом Центральном детском магазине, кто был, тот знает. И это произошло в День независимости Украины, 25
августа. То есть это сделали украинцы, нам должны были об этом преподнести, если бы Леша Титов не подорвался бы. Затем произошло нападение на христианскую школу в Миннеаполисе, тоже детскую школу, в том числе, где были дети. Погибли тоже много людей. И тоже намек на украинцев тоже был, да, на кириллице написано на оружии там, и так далее, и так далее. Я это неоднократно писал об этом, говорил, вы все это знаете. Вот сейчас произошло нападение в Сан-Диего, в США, тоже на детей. Ну, короче, такое вот людоедство. Уже как бы надо привлечь внимание. Просто теракты уже не привлекают внимания. Надо вот детей убивать, чтобы привлекать внимание. Вот чем занимается фашистская Россия и ее пособники. И вот сейчас удар по какому-то общежитию на оккупированной территории. Возможно, русские сами ударили для этого, потому что слишком очень так удобно это совпало. Возможно, была наводка фальшивая, ошибочная. Может быть, украинцам дали ложную информацию через свою агентуру. Там собираются кто-то. Может, украинцы ударили, думая, бьют в это место. Всех деталей я не могу сейчас сказать. Я знаю, что за эти 4 года, не за 4, а за 12 лет, украинцы не были замечены в военных преступлениях, нарушениях международного права, преступлениях против нарушения правил ведения обычая войны. Ну, просто не было. Эксцессы какие-то, эксцессы исполнителя на местах какие-то, конечно, они могли быть. Что-то происходило, люди на этой войне могут сходить с ума, но чтобы это была политика Украины или это массово было, мы этого не видели просто. Это факт. Мы можем что угодно говорить, нам могут кому-то не нравиться украинцы, но факт остается фактом. В отличие от фашистской России, которая, начиная там от Самашек, Алдов там, до Бучи и всего остального, Ирпеня, что творила Россия, творит Россия, мы все прекрасно знаем. Поэтому вот эта ситуация, вот этот повод по поводу удара по этому общежитию был использован. Да, и вот это просто заметно по их реакции, что Путин реагирует там и так далее. Мы, чеченцы, это просто на себе пережили, мы просто знаем это, просто по факту это знаем. Любая провокация, которую они устраивают, они готовятся информационно ее сопровождать, и потом это все так синхронно, массово начинает происходить. Значит, они к этому приложили руку. И в этой вот цепочке событий, которые происходят, начинается уже ответный удар. И опять Зеленский, Зеленский в принципе обязан просить помощи и требовать помощи от мира, от Запада. Говорит о том, что нужно реагировать и так далее. И вот наносят Орешникам. Орешник оказался тоже не очень. Другие дроны и ракеты нанесли намного больше повреждений и вреда Украине, Киеву наносились удары. Орешник таких супер разрушений так не принес. По факту это болванки, которые летят там просто на кинетической энергии с неба, с космоса, с неба, просто своей скоростью летят, очень большой скоростью, разделяются там на несколько частей и просто засыпают. Ну, каких-то супер мощных там разрушений нет. Они говорят, что не было там взрывчатки, не было атомной ядерного там заряда, что можно применить, типа мы можем использовать, но я не знаю, с такой скоростью не взорвется ли все это в воздухе, если оно с такой скоростью летит. Ну, сам факт, как начали преподносить, я послушал, уже зная, к чему они клонят, а это единственная задача у Путина вернуть американцев за стол переговоров. Чтобы американцы стали вот теми людьми, которые снова, как и Трамп, спасают. Потому что до прихода Трампа Путин умолял, бегал за американцами. Мы все это помним. Я это комментировал неоднократно. Потому что было абсолютно очевидно, что происходит. Было очевидно, что Байден его так за шею взял, так задушил его,
что они в очереди стояли просто, и ФСБшники умоляли что угодно, как угодно, дайте договориться. Избрали Трампа, и все, и потом уже и Аляска, и все, и Трамп и Путин нормальный парень. Там просто сказать про него нормальный парень, это просто плюнуть на сотни тысяч убитых, раненых вот этим ублюдкам и мерзавцам. А тут его так принимали, там поддерживали и так далее, и так далее. Короче говоря, был доведен, и потом раз, и все изменилось. Да, что-то он сдавал, там Сирию сдавал, и то мы не знаем, как они там сдавали, как они о чем договаривались. Сирию сдал, Армению сдал, может и не сдал, может это снова какая-то игра, как мы видим, продолжается. Поэтому трудно сейчас дать оценку всему, что там происходит, но и очевидно одно, что связь фашистской России Путину, она очень нужна с Трампом. Трампом, с Америкой, с США. Потому что, знаете, я давно привожу этот пример. Божественно, приветствуйте. Давно привожу этот пример, что Россия относится к США, ну, к Западу в целом, в принципе, наверное, и сама Россия, и Российская империя еще при Петре Первом, и нынешняя, да и коммунистическая, да, мы знаем, что на учениях Карла Маркса, человека, приехавшего из Европы, Владимира Ульянова, была построена коммунистическая вот эта система. Но все фактически строится, управляется, знаете, организуется Западом. И они относятся к нему как к Богу, к Западу. А сейчас в данном случае как к США. Как дьявол, как сатана относится к Богу. Боится, ненавидит, но при всем при этом трепещит перед ним и боится его. И если бы американцы знали, насколько их власть над их умами и над их психикой, они бы, наверное, с гордости просто умерли бы до того, их боятся русские. Любого человека, да, ну, условно говоря, любого, американцы, если протянут руку, приведут его в белый кабинет, в Белый дом, овальный кабинет, и фактически признают его царем, президентом, лидером России, как они, например, с Тихановской, например, с Беларуси это произошло, то эти все ФСБшники, все КГБшники через буквально 3-6 месяцев станут в очередь просто к этому человеку и будут говорить, да, система сохранится, но если выбрать, американцы выберут правильного человека, принципиального, которого не купишь, не запугаешь, то он проведет люстрацию, и потихоньку можно, не знаю, сделать ли из них там демократических, цивилизованных, но, по крайней мере, вырвать клыки, и чтобы они не были особо людоедами, сделать их более травоядными. Это вполне возможно осуществимая задача. Они сами это сделают, сами вынесут этого Путина. Просто никто не хочет выносить. И поэтому Путину держаться за руку Трампа, за руку президента США, это спасение. И сейчас, когда Марко Рубио сказал, вот вы, на мой взгляд, я полагаю, я думаю, я не ошибаюсь в этом, это вот реакция того, что Марко Рубио сказал, что мы не будем в этом участвовать. И вот всячески они теперь будут привлекать внимание. Если показать, что это не работает, что вот угрозы, удары, там какие-то там ядерные учения и так далее, они это оставят, потому что бессмысленно этим заниматься. И я уверен, через какое-то время военные или кто-либо другой ФСБшник, на кого, например, американцы сделали бы ставку, поддержали бы просто. Да, это там хороших в гадюшнике трудно найти, но, по крайней мере, можно адекватных найти, которые понимают, что Россия, русские, это, не надо их всех уничтожать, да, их просто уничтожают. Идет утилизация идет всех россиян просто. Это просто невероятно, что происходит. Я не понимаю. Я вроде знал немного русских, я думал, знал очень хорошо их, но оказывается, я просто потрясен, как это так можно над собой давать так издеваться. Вообще, хоть что-то же должно быть, какие-то мы русские, мы там, с нами Бог, там, мы такие-сякие, мы там своих не бросаем. Я знаю, что бросают, но не так же.
Ну где хотя бы женщины? Женщины быстрее отдают их на этот фронт, чтобы он там умер, и она получила там несколько миллионов, которых она никогда в жизни не видела. Андро, спасибо, приветствую тебя. Гамарджоба Генацвале. Поэтому эта ситуация, она сейчас выравнивается. Я думаю, конечно же, это те силы, которые есть внутри вот этой всей системы, они не остановятся, они дальше будут и с Ираном пытаться разжечь войну, и теракты проводить. Но сейчас позиция, мы видим сейчас больше Марк Рубио говорит, там Джи Ди Венс говорит на эти темы, мы видим, что ситуация вроде бы, не хочу, боюсь сглазить, так сказать, но не хочу особо так на это, на это надеяться, хотя на больше надеяться не на что. Потому что если Америка падет, если Америка там пошатнется ее лидерство, то для нас всех это будет удар. Всем не нравится, как себя ведет Америка, особенно в последние 1,5 года. Я долго терпел, но при всем при этом нужно понимать, и много делала Америка и до этого, и мы много, что у нас есть предъявить. Вот у грузин есть предъявить абсолютно 100%, у нас, у чеченцев есть, украинцев есть, у всех есть предъявить американцам, но при всем при этом другого у нас пока нет, так сказать. Да? Поэтому было бы хорошо, если бы США выстояли бы. Очень было бы хорошо. Будем молиться за это. Будем надеяться и молиться, чтобы США остались тем, кем они изначально были и будут. Дай Бог, дай Бог. А мы будем помогать им всем. Но для этого, конечно, нужно США признать Ичкерию в обязательном порядке. Потому что иначе никак, так сказать. Да? Друзья, я всех приветствую, Алейкум ассалам, шавига маша уголь. Всем вам мира. Всем вам мира. Мира. Так, я думаю, ситуация будет кардинально меняться, потому что, ну, сейчас мы видим, что наконец-то есть настоящая борьба против. Ну, опять же, не хочется забегать вперед, потому что потом опять окажется, что не оправдают мои надежды, да, мои ожидания. Так, валейкум ассалам, Асламбек, гражданин Ичкерии, Муслим, Владимир и Файк. Всех приветствую. Веришь? Конечно, Владимир. А что ты думаешь, я здесь делаю, если я в это не верю? Ты думаешь, то, что я делаю, кто-то будет делать, если он в это не верит? Представь себе. Вот такие вот дела. Так, и немножко вам новостей сейчас расскажу и перейду к вашим вопросам, вашим комментариям. Так, в США у Белого дома опять в субботу, то есть вчера, то есть не опять в субботу, а опять стреляли. В субботу вечером у Белого дома раздалось несколько выстрелов, после чего на территории официально резиденции президента США оцепили. Вокруг здания скопились большое количество полицейских машин. Стрелок убит, он открыл огонь по охране Белого дома и был убит. Психически нездоровый человек. Вот эта вся ситуация, которая постоянно обсуждается, нагнетается и так далее, она вот приводит к таким вот вещам. Может быть, кто-то направляет, запугивает таким образом Трампа. Запугивает Трампа. Так. В принципе, как-то так.
Вот у меня здесь в телефоне высвечиваются комментарии из чата. А вот сейчас высветился этот комментарий. А на компьютере не высвечивается. Как же тяжело ватникам, пропитанным соловьиной пропагандой, поверить в то, что основа вещает. Да-да, им очень тяжело. На самом деле, если бы изначально они бы меня слушались бы, они бы не дошли бы до этого состояния. Я же им изначально говорил, уезжайте или же сжигайте военкоматы, делайте что-нибудь. 1 200 000 убитыми и ранеными. Просто за 2 деревни, за 2% там максимум территории, которые они захватили после того, как из-под тишка там отжали часть, и вот сейчас вот они бьются за это. И никаких шансов, никаких перспектив. Все силы, вот сейчас Трамп немножко, сейчас, я думаю, отступает на задний план, и выходят люди, которые реально будут помогать Украине. И мы уже слышим и про Палантин, по-моему, называется, система, которая там будет вычислять сами, где дроны находятся, не просто не людей будут, они дроны вычисляют уже, будут вычислять, дальше работать, фактически можно довести эту систему, ее уже доводят, систему вот этих дронов, до такой степени, что они сами автономно просто будут дежурить, уже пограничники не нужны будут, уже следующий этап будет, когда все государства будут пользоваться дронами, которые сами будут взлетать, караулить, кого нужно, потом садиться, заряжаться и опять залетать. Ну, меняться будут дроны. Сейчас вот эта дроновая война, она переходит на новый уровень. Ее ничего не могут россияне с ними сделать. Да, россияне тоже пытаются использовать свои дроны, но по факту они ничего сделать не могут. Вот за что? Вот за что столько людей гибнет? Объясните, я просто не могу понять. За что? За то, чтобы Путин остался? Ну, русские, ну, признайтесь, вот все, кто начинал вот эту войну, вот это ЛНР, ДНР, я же все наблюдал, я же все это помню. Они самые большие лохи оказались. Самые обманутые оказались. Это был тот передовой отряд вот этого Путина, вот этого ФСБ, которым они уничтожали чеченский народ, потом грузинский народ, потом сирийский народ, потом напали на братьев, да, вероломно, подло. Да, не хотим говорить на украинском языке. Ну, кто тебя заставляет на нем говорить? Езжай в Россию, говори. Или кто тебя запрещал в Украине говорить? Я был в Украине, когда там пик был, нельзя говорить, там все. Все говорили в ресторане, в такси, везде все говорили, никто никого не преследовал. А нет, вы должны говорить только на русском языке. Вот чего добивались. Ну вот. Ну, это же, смотрите, что стало с русским языком. Везде выключают. Вот у меня есть банковская карточка, шпаркасса у нас такая есть, как Сберкасса или Сбербанк, да, в Германии. Вот там нету русского языка, но есть украинский. Раньше был русский, теперь вместо него украинский там стоит. Все, нету русского языка. Вот в лепешку разбейся. Netflix, везде убирают. Вот для этого добивались вы. Ну, нельзя ж так. Ну ладно, хорошо, не получилось, попробовали, лоханулись, не прокатило. Ну вот настоящий царь за Россию, который, за русских, который за великую Россию царь. Вот послал он, ну там ждали, подготовились, отпор дали тот, который не ожидали. Ну, допустим, не получилось, да? Ну что в таком случае делать? Договариваться, уходить, оставлять, выводить людей. Больше, ценнее людей же ничего нет. Можно торговаться там за тех русских или пророссийских, которые живут там в так называемом этом анклаве террористическом ЛНР, ДНР. Может за них торговаться, говорить, вот, и защищать. Ну, если ты реально борешься за их права. Они собрали всех первых этих мужчин и бросили в огонь. Вот этих граждан Украины, предателей, или которые поверили этой пропаганде. Может быть, он был чем-то обижен на Украину, там еще и как-то, там чем-то
Ну, убивать его за это не стоило, допустим. Дали ему автомат насильно, все, пошел. Первых их уничтожили. Потом всех тех российских вот этих националистов, патриотов, которые там так грудь себя били, что вот там украинцы пятки будут сверкать, бежать от них будут и так далее. Всех уничтожили. Потом всех бомжей, бичей, из тюрем всех собрали. Всех просто, кого только возможно, отправили, уничтожили. И таким вот образом они набирали людей. Погибает отец, брат чей-то, и он уже там думает, ну я тоже пойду. Там, и все, подтягивается другой. И уже война имеет свои законы. Уже втягиваются люди, которые бы никогда не пошли бы на войну, никакого отношения к этой войне не имели. Там их брат, сват, родственник, друг, знакомый, кто-то пошел, вот он потом идет. Это такая система уже. Аккуратно делается, хитро делается. Ну, всех собирают, насильно забирают. Половина Чеченской Республики, не половина, 90% всех мужчин забирают просто там. У тебя тонировки нету, у тебя там страховка, тонировка есть, там страховки нету. Там где-то там спиртные распивал с кем-то, где-то подрался что-то. Просто ни за что тебя, на войну, на смерть. А потом как делают? Забирают, ну все, куда забирать, вы что это? Нельзя туда-сюда, не пойду и так далее. Они говорят, дайте 500 тысяч рублей. И, ну, 5 тысяч евро это где-то приблизительно будет. Для дома у нас в Ичкерии это, ну, большие деньги. Это, может, у Кадыровых их миллиарды. А у простых чеченцев ничего нет. Чеченцы бедные, нет ни рабочих мест. Ничего нет. Мечеть, спортзал оставили. Ну и ментовка, вот эта ментовка, Росгвардия, вот эти все оккупационные формирования, только туда влиться. И ты платишь 500 тысяч за то, что тебя оформляют, но не отправляют. А они врут. На самом деле отправляют. Берут 500 тысяч, берут на 3 месяца, как бы его оформляют. Ты будешь просто здесь, туда-сюда. Проходит якобы учебку, отчитаться, что учебку прошел, все. И все, давай под шумок. Ну ты там не будешь на передовой, там на краю, где-то сзади, там туда-сюда, родственникам. И кто-то возмущается, он тогда убили одного чеченца, кто сказал, что не пойдет, просто застрелили его. И сколько таких случаев. А потом говорят, не пойдешь ты, ну никто же не хочет, просто никто не понимает, насколько ужас они у нас в Ичкерии устроили. Ужас, вот то, что я каждый стрим говорю, не пишите комментарии, не ставьте лайки, это не просто так я говорю. Я хотел бы, чтобы мое видео больше смотрели, больше распространяли, говорили, правду слышали. Я это говорю, потому что люди реально страдают, убивают людей. Террор здесь, в Европе, здесь, в Германии. Террор над людьми устраивает, если что-то ты говоришь, твоими родственниками в Чечне устраивает террор. Люди боятся, запуганы просто. Не уйдешь ты, убьют твоего брата, брата, отправят отца, отправят дядю, двоюродного брата отправят. Вот тут один парень какой-то там выступил, там показывают его, где-то не знаю, где там связался с непонятными людьми. Я советую ему быть очень-очень осторожным. И его всю семью собрали, вот из-за того, что ты там что-то говоришь, нас всех отправляют на войну. Отец, братья, двоюродные братья, там сидят 5-6 человек. А потом на передовую сразу. Все, давайте. Вот там ничего нет, там все нормально, там пока тишь, ничего нет. А украинцы уже 100 километров. Все живое просто выжигают оттуда. И будут выжигать, еще сильнее будут выжигать. Просто невероятно, как это можно. Как это возможно, да? Какая сейчас средняя зарплата у обычных людей в Чечении? Андро, но 20 тысяч, 30 тысяч, это нормальная зарплата считается. То есть 25, 20, 25, 30 тысяч. Это 300 евро. 300 евро. Менты получают 50 тысяч. Это 500 евро. Здесь в Германии социал платят. Вот просто за то, что ты ничего не делаешь, что дома сидишь, тебе 500 евро платят. Там 470, там по-разному. В зависимости там от семейных обстоятельств. Просто
Нищета очень страшная, очень. Просто нет рабочих мест, просто нет рабочих мест. Ничего не оставили, ни один завод не построили, ни одну фабрику не построили. Ничего, даже вот у нас, они вот стройки делают там, и на этих стройках приезжие все работают. Приезжие. Там с Таджикистана, там откуда-то за границы еще привозят людей. А почему? Потому что чеченцы, ну, не знаю, чтобы не давать чеченцам зарплату. Не берут чеченцев. Может, дешевле им так. Или те приходят, там, кто а, строители сами привозят компании свою рабочую силу, сами выбирают. Не знаю, с чем это связано. Да, чеченцы работают на таких, на низкооплачиваемых работах. Или тебе нужно специально это делать, чтобы чеченцы шли в эти структуры. И ты от безысходности просто. Молодой человек, ему 20 лет, 25 лет, ему жениться надо, ему там машину надо, ему там дом построить надо. А у него ничего нет. Абсолютно никаких возможностей. В Россию уедешь, ты там чурка, приезжий, убирайся. Этот фашизм, ничего не изменилось. Там Путин рассказывает сказки, там я дагестанец, я чеченец, я там сякой, такой и так далее. Русские все прекрасно понимают, что это специально обдурить черномазых. Извиняюсь, так еще грубее говорят. Все прекрасно понимают, что реально искренне Путин ни в каких там кавказцев не верит, что там и так далее. Просто сейчас нужна война, да, правильно делать. Если бы он сказал мирное время, они бы его там хаяли бы. А сейчас они терпят. Но все прекрасно понимают, что это всего лишь слова. Ничего искреннего там нет. И все прекрасно относятся, потому что это скрепа России. Русские, они по сами себе, вот они такие. Это факт, к сожалению. Империализм, ксенофобия, фашизм. Это черта культуры, черта менталитета. К большому сожалению, это факт. Очень мало ты найдешь ни ксенофоба, ни нациста на России, если так судить. Поэтому в Россию уехать не вариант. Приедешь, там менты тебя постоянно доят. Да, от отделения до отделения ты просто перебежками ходишь и все, там, или тебя доставляют туда. Да, ну и работают охранниками, таксистами, выезжают где-то в России, где-то пытаются там выживать. Потому что нету работы никакой. Только ментовку идти. Ментовку, Росгвардия там и так далее. Вот все. Вот там этих спортсменов натаскивают. Почему нам это все ФСБ делает. Это же не делают там чеченцы, сидит Кадыров. Кадыров это не делает. Он финансирует. Это просто мешок с деньгами, который должен финансировать эти проекты и брать все на себя. Там эти разные Чимаевы, Мамаевы, там всякие, они их собирают. Для чего их показывают? Показать, что вот мы супер, очень хорошо живем. Там какие-то комики сейчас выступают, ролики снимают. Там такой ужас просто, такой страх. Да, ощутить его, можно потрогать этот страх в Чечне. Нам показывают какие-то там смешные ролики, там все нормально, туда-сюда. Народ пытается смеяться. Но все эти блогеры, все вот эти, кого мы можем увидеть по YouTube, это все люди под контролем. Тотальным. Не просто какой-то там слегка контроль, там надзор там какой-то. Полный тотальный контроль. Ты попробуешь шаг вправо, шаг влево, слово лишнее, это или то скажи. Все, у тебя моментально проблемы. Понимаете? Вот какая ситуация. Вот какая ситуация. Вот таким вот образом они довели народ до состояния. Да, чеченцы просто в безвыходной ситуации находятся. И сейчас вот берут, вот много сейчас последние дни молодежи погибло в Украине, поехала там их. Тоже вот сказали, вы там где-то с краю будете, там денег с них берут. Короче, как угодно обманывают. Потому что, с одной стороны, ФСБ, вот этих, кто их собирает. С другой стороны, ты же забрал кого-то, человека, какого-то сына. Он там погиб. Да, ФСБшника мы не видим, мы не знаем, кто там за тобой стоит. Но ты же к моей двери подходил, ты же ко мне в ворота стучался. Ты же моего сына из дома забирал, ты же его оформлял, подписывал. Кровная месть тебе. Кровная месть это в этом, не в том понимании, что кровная месть. Это закон. Закон Талиона. Принцип Талиона. Око за око, зуб за зуб.
И рано или поздно эти люди все ответят. Все эти военкомы, все вот эти медкомиссии, которые все, их с России привезли дополнительно. Вот они ставят, одна основная будет, другая запасная, которая прикрывается. Эти контролируют. И вот зачисляют всех подряд. И людей убивают. Привозят и сразу же подкидывают. Надо же показать, что вот там СБУ воюет, работает, а убить чеченцев уже какая-то же такой тренд уже такая, уже марка. Берут там, закидывают, вот там. За все это время ни СБУ, вот никак не могут они в ФСБ здание попасть. В Очко-Мартановское ФСБ в 4-3 часа ночи они попали. В Очко-Мартановском ФСБ там 3 часа ночи никого нет. Ладно, в ФСБшную казарму они попали ночью. А что они попали в Очко-Мартановский район в 3 часа ночи? Никого там нет. Там один компьютер сгорел. Вот и все, весь убыток. Сейчас тоже нанесли удар по Чечне. Не долетел там. Да, может сбили, да, может там какая-то работа ведется. Но вот летел в сторону ФСБ, главного здания, не долетел. Ну что, больше некуда, что ли, больше там прилетать? Вот какая-то вот имитация. Я всегда вспоминаю, как воевали евреи, американцы и иранцы. И эту прошлогоднюю 12-дневную войну. И вообще, как евреи ведут свою борьбу. Точечно, реально видно, что они ненавидят друг друга и реально хотят нанести непоправимый вред друг другу. Видно, что... А здесь какая-то вот такой... Туда прилетело, куда-то попало, там это попало. Вот столько уже по этим нефтеперерабатывающим заводам ударили. Столько уже били. И вот Зеленский говорит недавно, что 10% мы вывели из строя. Что такое 10%? Это все, что ли? А зато так это пиарили, так рассказывали. А в итоге 10%. Что такое 10%? Да, где-то в Крыму что-то нефть там ограничили, там бензин ограничили и так далее. Но 10% это ни о чем. Полгода бьют, полгода нам рассказывают, там пожар, там туапсе хорошо попали. Я это не осуждаю. Я говорю, что недостаточно. Если 10% всего лишь. Да? Странно, короче, все это. Странно. А люди гибнут. Люди гибнут. А так все, у всех нормально все. Сюда разные приезжают, обратите внимание. Собчак приезжает. Посмотрите, здесь вот эти все фашисты, российские фашисты, и они здесь ошиваются, так называемая русская оппозиция. Ходорковский, Фейкин, кто там, Пономарев. Ну все, вот посмотрите. Бывшие депутаты, бывшие там чиновники, бывшие миллиардеры или действующие. Живут здесь спокойно, там какую-то, они борются с Путиным. Что вот они сделали за 4 года, они боролись? Что они сделали? Чего они добились? Вот я ничего не вижу, чтобы они чего-то добивались. Какой-то прогресс был в их работе, в их деятельности. Никакой я не вижу. Они организовали русских, вот Навальные вот эти все. Что Навальные сделали за все это время? Столько денег, столько пиара, столько о них говорят. Ну что они сделали? Где они русских организовали, там россиян организовали? Где? Нету этого. Вот близко этого нет. Даже вот сам один признак того, что так называемая русская оппозиция, она должна была бы организоваться вместе с народами, которые живут внутри России. Вот мы видим только русских. Да, евреи есть, российские евреи, но это даже в Израиле их не признают даже за евреев. Но они нам тут позиционируют себя как евреи. И вот у кого-то, может, израильский паспорт есть. Собчак спокойно приезжает, интервью берет, там разговаривает. Ну, короче говоря, все отлично. Все вроде какая-то работа ведется, какие-то игры играются. А толку никакого нет. Результата нет. За столько времени ни одни вот эти, ни Навальный, ни Ходорковский. Ну, Ходорковский, понятно. Да и Навальный тоже. Говорят, от передоза умер. Поехал сам в тюрьму. Ну, это ж смешно. Мы же знаем, какая там ситуация. Может, кто-то здесь в Европе долго живет, тот оттуда уехал и не помнит. Я прекрасно знаю там ситуацию.
Ну, ты не можешь поехать просто так, делать такие вещи. Ну, кто тебе? Только если тебе Путин гарантии дает. Только тогда ты можешь поехать. И выясняется, что администрация президента какие-то контакты с Навальными там действует. Избирают Путина президентом, выборы проходят. Но можно же просто не пойти на эти выборы. Нет, Навальный говорит, надо идти, показать там туда-сюда. Просто показать, что не поддерживают. Надо показать, что поддерживают, что Путин легитимен. Фактически они играют на руку. Вроде бы оппозиция, вроде какие-то враги, но играют на руку. Ну как это так? И вот все вот в таком контексте все и продолжается. В одном направлении движется. Все одинаково. Нормальные русские, которые здесь есть, их мимикрию, их маргинализируют, их задвигают. Никакой поддержки, ни от каких грантов. Вот там, не хочу называть фамилии, имена, есть русские россияне, не русские россияне, которые что-то пытаются делать, говорить там и так далее. Нет, везде сразу же гибня оказывается, везде там поддержка, финансы и все, и гранты, все дается вот этим. Ну это что такое? Это что? Алейкум салам, Усман. Машой. Ну да, попадаются видео и создается впечатление, что да, они в сложной ситуации, но хотя бы живут нормально, в достатке. Да, Андрей, ну знаешь, у нас, у чеченцев очень, и у кавказцев, ты это знаешь, мы скрываем наше финансовое положение. Голод даже если будет, мы не будем об этом кричать, говорить там, милостыню просить. Плюс важно то, что чтобы люди понимали, что любая вот эта ситуация, тяжелая ситуация, люди понимают, что она пройдет, что успокоится, люди придут и как-то пытаются, хоть как бы тяжело не было, ну и плюс не пьют, не тратят особо денег, там, семейные у нас люди, если он женится, то он все в дом, семью, там, с родителями пытается, там, дом себе строить пытается. В этом смысле, конечно, держатся чеченцы, это очень помогает. Но по большей части, нищета, стопроцентная нищета, да, там не доходит до голода, потому что у кого-то огороды есть и так, и сяк, да, но все очень тяжело, все отвратительно тяжело. И отправляют, да, вот, чуть подзаработаете, вот там вам деньги будут, там, туда-сюда, чтобы они поперек горла стали тем, кто идет так зарабатывать. Ну, вот такая вот ситуация. В основном все гонят обманом, угрозами, заставляют идти на эту войну и так далее. Ну, а живут хорошо, богатые живут. Ну, это вот те, кто продались России, кто убивает чеченцев. Вот они, да, они живут. У них есть. Ну, живут я это не назвал бы. И просто есть деньги. Это жизнью это не назвал бы я. Это ужас. Ужас ужаса. И психологически, и своим детям, внукам, только чтобы ты чуть-чуть себя, свое эго удовлетворил, Мерседес купил, чуть-чуть живот набил себе, да, с вкусной едой. На поколение своих детей, внуков бросать вот в это, я не знаю, очень глупо. Идет имитация всего, как мираж, а люди гибнут. Да, да, Аснабек, абсолютно точно, абсолютно. Вот чем больше они убивают людей, тем больше они говорят, все отлично, у нас тут туристы, показывают нам каких-то комиков, они там ролики снимают, смеются, радуются. Там какой-то там богатый чеченец, там блогер какой-то молодой парень, там тоже ролики снимает и так далее. Реальное положение вещей мы-то все знаем. Этих спортсменов нам показывают на весь мир, там вот, смотрите, там, и так далее. Мы устали от этого, чеченцы устали от этого. Сейчас отправляют туда молодежь, ее уничтожают, а потом и эту молодежь, а для того, чтобы ее там, она не переходила на сторону России, туда забросили свою агентуру, которая там делает все возможное,
чтобы всячески... Он, киргиз Мусиханов, сдался. Закаев, Джамбетов пошли, поговорили и вернули его обратно. Его опять зачислили в штурмовики, и все, больше о нем уже не слышно. Штурмовики, как мы знаем, долго не живут на Украине. Вот такая вот ситуация там сворачивается. И не дают возможности. Такое впечатление, что спектакль один. Вместе играют. Надо ЧВК «Вагнер» спасать, нужно... Ну, мы все это уже 100 раз обсуждали, говорили. Вот такие вот ужасы. Было видео, когда россияне не шли в атаку, то российские дроны их убивали. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Вот часто видео видел, закидывает, сидит парень в Украине, он показывает, что двое чеченцев сдались. Раненые. 2 человека, 4 их было, 2 погибли, 2 сдались. И их с передка, с ленточкой отправляют там в тыл. Вызывается специальная машина, которая без водителя, которая, ну вот этот, видели все, наверное, такая тележка такая на колесах, радиоуправляемая. На нее их 2 сажают, и потом дронами их уничтожают, этих 2 человек. И нам об этом показывают. Вот у меня вопрос, что преследуют люди, которые показывают нам это видео? Вот они сдались, возвращаются, там на этой тележечке есть камера, еще с дронов снимается эта камера. Их там расстреливают. Вот какая цель показать нам, что их расстреливают? Чтобы другие чеченцы не сдались. Эта цель, это преследуется. Я так и не понял смысла этого видео. Зачем это делается? Если бы на самом деле в Украине была бы проукраинская власть, которая реально хочет, чтобы Украина как можно быстрее победила бы, после того, как Верховная Рада по запросу украинского народа, украинских парламентариев была признана Чеченская Республика Ичкерия оккупированной, а над нами совершен геноцид, то в таком случае президент Украины должен был пригласить президиум правительства в Украину, открыть посольство, сказать, вот вам, любые, какие вам нужны, поддержка, помощь, деньги, все, что нам Запад подает, мы будем вам давать, делиться с вами, оружие, что вам нужно. Скажите просто. Этого не сделали. За эти 4 года это не сделали. А потом выяснилось, что Ермак коррупционер, у Буданова окружение коррупционер, сейчас перевели его туда. Буданов делал все возможное, чтобы Ичкерия не пришла в себя, чтобы она там не основалась, там, чтобы там настоящая Ичкерия, не имитация, не симулякры, а настоящая. И в итоге все это время просто потеряли. Передают человеку, вот «Хочу жить» программа. Я ее тоже рекламировал, тоже верил. Все, вот сейчас бойцы Украины воюют. Ну, видно же, украинцы гибнут. Но не может быть. Нет, может. Власть может. Если даже воины это отдельно, а власть отдельно. Вот такая вот ситуация. Не сделали ничего. Ничего. Вот поэтому мы находимся в этой ситуации. Поэтому отправляют чеченцев. Я считаю, что в том числе вина лежит на том, что чеченцы гибнут, когда можно было бы их спасать, вытаскивать оттуда. Они пополняли бы ряды украинской армии. Кто не хочет, уехал бы в Европу. Кто хочет, тот пополнил бы. Я думаю, многие пополнили бы ряды. И тогда бы чеченцев больше не посылали бы туда. Как минимум не посылали бы вот так их. А сейчас бросают их, уничтожают. Вот мы чеченцев убили, там, кадыровцев убили, там, туда-сюда нам рассказывают.
Так. Дозор Вовк. Ты врешь, как силы мерен, дац. Пошел отсюда, дац. НКВДшники у него. НКВД в 44-м, оказывается, украинцы были, пишет. Мне здесь. Эх, холоп, где он? Холоп, не место тебе здесь, среди уважаемых людей. Поэтому вот такие вот дела. Ну, такие вот дела, друзья. Так, что у нас? Здравствуйте, Дмитрий. Почему за вами страны другой страны? Вы же чеченцы, я так понял. Флаги, говорит Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Но это мои союзники, это наши союзники, потенциальные союзники. Украина нас признала, она уже наш союзник, а остальные потенциальные. Германия, это моя вторая родина. Британия и Великобритания, Великобритания и США — это те страны, от которых у вас поджилки трясутся. Поэтому сам Бог велел их там. Но это лидеры, которые, я надеюсь, помогут моей стране, моему народу. По крайней мере, я на это рассчитываю. Вот такие вот дела, да? Пока Кремль будет получать деньги от сырья, то война не прекратится, к сожалению. Ну, смотри, Асамбек, да, конечно, это деньги, без денег воевать невозможно, но дело в том, знаешь что, то ситуация в том, что среди русских сейчас уже много людей уже поняли, даже вот те, кто ярые были за, они сейчас уже поняли. Подавляющее большинство русских, эта война не нужна. Да, им нравится Крым захватывать, там, побеждать туда-сюда. Но когда понос получаешь, то ты понимаешь, что все, куда-то нас вели. Уже, даже они уже поняли. Они зашуганы. Да, в Чечне страх, в Чечении, в Ичкерии страх, конечно, на порядке выше. Там тотальный контроль, там, убийство, просто так. Но на России этот страх, он уже такой с молоком матери впитанный, уже там на подкорке сидящий. Поэтому им много не нужно. Побил чеченцев, убил чеченцев, все, русскому достаточно. А если чеченцев бьют, то представьте, что с нами сделают. Все, тихо, молчим, короче. Вот не лезь, тебе не надо и так далее. Не лезь, не надо, вот к чему привело, не лезь, не надо. Поэтому они сами свергли бы. Просто нужно Путина делегитимизировать. Почему эта война называется война Путина? Почему ее так называют? Потому что таким образом все, кто против Путина, это значит автоматически враг России и пособник Запада. Поэтому на Западе эту войну называют война Путина. Эту войну надо называть не война Путина, а война ФСБ ее надо называть. Война русского империализма нужно это называть. Вот так это. Один Путин. Один Путин, вот ты что сказал, вы видите, вот американцы говорят, там, немцы говорят, французы говорят, это война Путина. Некоторые здесь говорят на эту тему. Вот они против Путина, значит, ты за американцев, значит, ты за немцев. Вот зачем этот нарратив бросили? Зачем эта война? Какая это война Путина? Что Путин был в 30-х годах, когда они голодомор украинцам устраивали? Или когда они там на протяжении веков украинцев убивали? Путин был разве? Нет, это русский империализм, это ФСБ, это их система, которая работает против Украины. Нужно вещи правильно. Если ты правильно не называешь вещи своими именами, значит, ты не придешь к цели, которой ты
перед собой ставишь, не добьешься результата. И вот скажи что-нибудь там против Путина, ах, значит, видишь, и американцы против Путина, и немцы против, и ты против Путина. А вот ты, значит, наймит немецкий или французский или американский, вот что скажет. Поэтому они, если чтобы победить Россию, нужно просто убрать акцент с Путина, превратить его в ничто, кем он на самом деле является, окурок, моль, ничто это. Он вообще из себя ничего не представляет. Сейчас он сидит, вот ему камеру, микрофон дадут, спокойным голосом, вот он натренированным голосом, спокойно там что-то скажет, такой успокоит всех там и так далее. И все нормально как бы. Сейчас он всем должности раздает, потому что боится военных, потому что американцы руку убрали, вот, которую Трамп протянул так великодушно. Сейчас Марко Рубио, там, глубинное государство, сказали, стоп, давайте теперь вернемся к методу Байдена. И после этого вот мы, Трамп, Путин сидит, вот там мы вам вас должности дадим, вас везде там поднимем, все. Он таким образом вырывает, а на войне же лидеры появляются. И в русской армии, в российском обществе они тоже появляются, соответственно. Смелые, там, алчные до денег, там, вырывают психологический портрет состава, вырывают из этого коллектива, дают ему должность туда-сюда, он со своей там, командой, группой. Все, на России как? Когда вот эта коррупция, вот этот криминал во власти, они не мечтают свергнуть эту власть и там установить там законное, честное правительство, власть. Они мечтают, чтобы сесть на их место и там же грабить. И вот кто воевал против украинцев, это грабители, это бандиты самые настоящие вооруженные бандиты. Вот эти вооруженные бандиты, они за деньги готовы на все. Как мы видим в Украине, они это делают. Соответственно, им дают должность, и он теперь будет своих же убивать, если ему Путин прикажет. И вот Путин начал заигрывать. Вот мы вам должности даем, депутаты вас там поднимаем, в администрации у меня кто-то работает, рассказывает сказки. Заигрывает с ними. Это чисто, чтобы их потом использовать. Опять же против других. Это уже такой отработанный метод. А нужно сделать так, чтобы он был нелегитимным. Нелегитимным. Просто показать, что он ничто, никто, что он никакой ценности, он реально он нелегитим. Он говорит, Зеленский нелегитим. Зеленский в 1000 раз легитимнее, чем он. Зеленский законно избран, и во время войны просто не могут его пока переизбрать. Это все законно, абсолютно. Это и Конституция говорит, и международное право говорит. А Путин дома взрывал, приходил к власти. Только этот факт говорит, что он нелегитимный. Потому что он уже пришел на том, что совершил преступление против своего народа, потом совершил геноцид против чеченского народа. И потом уже 2 срока отсидел, потом посадил свою марионетку, посидела эта марионетка год, 1 срок. Потом опять пришел себе, еще по 6 лет продлил. Медведев поменял конституцию, продлил эти сроки. И вот сидит теперь, доживает. Зачем это делается? Значит, кому-то на Западе это нужно. Ведь можно, вот как Байден к нему, по отношению к нему, никаких контактов. Все. Я честное слово говорю, они к США относятся как сатана к Богу. Боятся, ненавидят, трепещут перед ним. Но будут делать то, что скажут. Просто американцы должны понимать, насколько они имеют власть над ними. Да, вот выбрать кого-нибудь, давай. Ну вот там развал России будет, не дай бог, там туда-сюда там рассказывают. Да россияне, русские мечтают Чечню отпустить, что уже надоел, и Кадыров надоел. Они виноваты, во-первых, внутри смешанные чувства, они понимают, что они над нами сделали, понимают, какой геноцид над нами совершили, боятся и ненавидят, так же, как и американцев. Боятся и ненавидят. Но терпят, потому что Путину нужны свои внутри. Охрана нужна там, ему для чего-то нужно. А потом уберут Путина там и нормального только. Не хуже, которые скажут, да, давайте будем всех мочить, короче. А нормально. И все быстро поменялось бы. Война остановилась бы. Полгода времени, год времени не нужно для этого. Чтобы принять какого-нибудь там в Белом доме русского
который скажет: чеченцы, а мы имеем право, мы не входили в состав Российской Федерации. Асланбек, ты это знаешь прекрасно. Мы не входили в состав Российской Федерации. Поэтому никакого там эффекта домино, там развал России не произойдет. Никто не хочет выходить из состава России. Ну, кто-то хочет, но в основном нет. Мы вышли, когда Советский Союз распался. Нам нужно проявить справедливость. Если к нам проявят справедливость, все на России поймут, что вот это право. Потому что самая вопиющая несправедливость была в отношении чеченцев. И с юридической точки зрения, и с психологической, и с моральной, и, конечно, со стороны военных преступлений, которые были совершены. Вот если вот в этом направлении США, Запад приняли бы решение, сказать: да, хорошо, вот такого русского, такие же есть, такие есть русские. Мы, чеченцы, его поддержали бы, такого русского, который сказал: да, чеченцы, я сразу, безоговорочно ваше право, вы имеете право. Украина, конечно же, Грузия имеет, ну, все, которые... А остальные народы, которые в России остались, находились, вот, пожалуйста, эти люди пускай референдум проводят или там выбирают, как они будут решать. И решать это не центр будет, а они будут решать. Если в таком направлении сделать, никакого развала России, никакого там парада суверенитетов, там еще чего-то не было, эффекта домино, там, как говорят некоторые пособники России, этого не было бы. Потому что, ну, все хотят, русские хотят тоже прав иметь, в Европу ездить, там, санкции не иметь, там, учить своих детей в западных вузах и так далее, и так далее. Все этого хотят. Нету, они же, почему рвутся к Путину руку? Потому что они считают, что без Запада они нелегитимны. Поэтому в этом смысле много нужно сделать работы, и нужно ее делать правильно. И все поменялось. Да уже поменялось бы, если бы Трамп не пришел бы к власти. Я так думаю. Многое уже было бы по-другому совсем. Пришел, взял, вытащил его прямо из этой ямы, в которую его Байден и Зеленский ногами затоптали. Взял его за шкирку оттуда, вытащил. И давай его там отряхивать, очищать там туда-сюда там и так далее. В корыстных интересах или по каким-то эпштейновским интересам, я не знаю. Это пусть уже следствие в США само разбирается. Но факт, мы видели это все. И потом вот новую войну там, уже вообще война против Ирана там туда-сюда пошла. Зачем это все делается, дело? Бандера, Гутен Абенд, приветствую тебя. Си включил Путину «Лебединое озеро», давай намек. Что, серьезно, что ли, основе? Если это так, если это правда, то это не фейк какой-нибудь, то это очень серьезный намек, я тебе скажу. Лебединое озеро — это однозначная ассоциация с мертвым генсеком. Так, Аслан, тебе не кажется, что ломается мировая система? Есть прогноз на 2028 году, Россия полностью перейдет в цифровой формат. Осман, мне кажется, система, она переформатируется. Вот мировая система, архитектура безопасности, к этому идет. Все этому идет. Все, это первый запустил разрушение Путин. Эта система не жизнеспособна. Она не жизнеспособна еще с начала 1994 года, когда весь мир, который там декларировал о каких-то правах человека, о свободе как высшей ценности и все такое, самый древний, самый свободолюбивый, самый демократичный народ, который никогда не имел ни царей, ни рабов, бросили на произвол судьбы, не просто бросили, помогали и говорили: да ладно, успокойтесь, вы что? Представьте, насколько нужно быть просто оторванным от реальности, чтобы говорить чеченцам: ну ладно, перестаньте, сдайтесь и так далее. Это абсолютно безграмотные просто люди должны быть, чтобы такое заявить чеченцам. Тысячи лет просто биться за эту свободу, нести это знамя первыми в этом мире, а потом какой-то чиновник приходит тебе с Европарламента, какого-нибудь там Запада и говорит: ну да ладно, перестаньте. Вот с тех пор система уже
показала, что она не жизнеспособна. И Дудаев не зря об этом говорил, что завтра Европа станет внутренним делом России. И сейчас они поняли, что Дудаев был прав, и очень сильные меры принимаются, чтобы не стала Европа внутренним делом России. Поэтому систему они поняли, что ее нужно переформатировать, что вот этих людоедов, которые напились крови, и они уже повязаны кровью, коррупцией, геноцидом народов, им деваться некуда. Они будут дальше убивать. Они только могут этим заниматься. Им нужно внутри этот народ сдерживать, который как только почувствует возможность, сразу же боятся, потому что система КГБ пронизана везде. Стукачи, агентура, особенно эти телефоны сейчас очень помогают. Ведь Запад давал все эти технологии, следить, наблюдать. Все же у ФСБ есть. Откуда? Они сами придумали? Нет. Предоставили, с Запада предоставили. Вот вам, пожалуйста, контролируйте, записывайте, сажайте, расстреливайте. Что хотите делать? Вот мы вам даем. Помните, когда в 1944-м чеченцы выселяли, американцы дали студебекеров, огромное количество. На войну дали. На войну. Ну, за это нас на этих студебекеров и вывозили, и расстреливали, и топили, сжигали, убивали. Поэтому вот точно так же предоставили. Нужно же контролировать, нужно это же. Скоро демократией станет. А я Дедигов рассказывал, что ему здесь сказали на Западе. Не волнуйтесь, скоро демократия будет в России. Потерпите немножко. Да, демократия. Здесь потеряли демократию уже. Сами уже теряют ее. Да? Довели уже страну до состояния, западный мир довели до состояния, где уже просто уже стыдно. Уже, что раньше гордились там чем-то, восхищались. Вот до чего довели. Знаете, как это, до чего докасается Россия, Путин, это все превращается в дерьмо просто, извиняюсь за выражение, да, просто превращается в ничто. Поэтому мировая система уже меняется после нападения на Украину, уже все поняли, что нужно менять эту систему. Не сразу поняли, но потихонечку начали понимать и уже пришли, и это уже безоговорочно. Теперь они понимают, наконец-то они понимают. Хотя Россия пытается притворяться, нет, мы на Европу не нападем. Не нападут, потому что не могут. Не могут теракты проводить, не могут там, да, могут кого-то взорвать, убить там, это у них силы есть. Огромное количество агентуры здесь, в Германии. Понимаете, огромное количество российской агентуры здесь, в Германии работает. Не говоря уже во Франции, в других городах. Работают там, делают свои дела, да. Ну вот, сейчас пока ситуация под контролем, я думаю, и дальше так будет, дай бог. Дай бог. Но если реально бороться, а не имитировать там, Украине там, мешать руки ей связывать там, и принимать неправильные политические решения, например, и так далее. Если реально взять, применить дроны, искусственный интеллект, все, Палатин или Палатин он называется, вот эту программу, которую сейчас начали усиленно обсуждать везде, говорить о ней, использовать, запускать дроны, просто гнать в шею просто. Ну и, конечно же, делегитимизировать Путина. Все, хватит. Как Байден с ним относился. Вот так нужно к нему относиться. Никаких разговоров. Ты кто такой вообще, убийца? Пошел ты к черту с тобой разговаривать. Давай вали отсюда. А система будет меняться. Ну, для того, чтобы поменять эту систему, мы еще должны, наверное, пройти еще определенный этап. То есть мы уже находимся, давно находимся в системе, которая уже меняется. Раньше, видимо, Путин перед сном, как и Ельцин, пел «Боже, храни Америку», а теперь «Боже, храни Китай». Ну да, ну есть у меня видео, я не стал его публиковать. Он говорит, Путин говорит «Боже, храни Америку». А есть у меня фрагмент небольшой, там говорит, а что здесь такого? «Боже, храни Америку», хорошие слова там туда-сюда. Ну, сам факт произносит эти слова, потому что я же говорил всем русским, вам придется учить «Боже, храни Америку». Учите, друзья, учите, да, пригодится. Да, это правда, что Си включил про лебедей. Но значит, это очень серьезно, Асамбек. Да? Интересно. Алейк салам, Ваха Машоль. Уважаемый Ваха Машоль.
Ясно, да. Ясно, друзья. Так. Посмотрим, что когда будет. Но если наш канал уберут из серого бана, то знайте, что все, значит, побеждаем. Правда побеждает, потому что мы на стороне правды. Друзья, я сегодняшний свой стрим закончу на этом. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине! God bless the United States of America and Germany. Все будет Ичкерия, ночи Амдинаду, Хираду, Ичкерия, Юлщу, Хираю. Адикюэль Машоль. Всего хорошего, друзья, до свидания.